Здесь вот, уважаемые любители смешанных единоборств, я с большой радостью представлю этого бойца, участника 9-й пары турнира Алаш Прайд FC, который проходит в городе Шымкент. Он участвует в полуфинале Гран-при Алаш Прайд за титул чемпиона Азии, который будет разыгран, по словам президента лиги Алаш Прайд Данияра Каскарауа. Он будет разыгран, этот титул чемпиона Азии, версия Алаш Прайд, в конце июня в казино Royal Plaza в городе Капчагай. Но при этом первый полуфинал этого гран-при с участием Нурсултана по прозвищу Блэк Рузибоева из Узбекистана, города Ташкента, команда Ахмат Узбекистан, пройдет именно в Шымкенте. Ему 25 лет, Нурсултану Рузибоеву 188 сантиметров его рост. Его профессиональный рекорд 16 побед, 4 поражения, 1 ничейный результат. Он чемпион Азии по WMMA Корея 2016 год. Чемпион Азии по Жекпежек. Обладатель пояса Легион FC. Напомню, друзья, что Рузибоев представитель клуба Ахмат Узбекистан, который возглавляет мой добрый друг Надыр Кадыров. И, кстати, он является не только старшим братом Нурсултана Рузибоева, но и его менеджером. Он ведет дела Нурсултана Рузибоева. Мы знаем, что некоторое время назад Нурсултан, выиграв несколько поединков к ряду, получил очень серьезный подарок от главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Это автомобиль был ему выручен. Ну и сейчас Нурсултан вот с такими успешными выступлениями в последнее время в своей карьере он выходит в октагон для участия в полуфинальном поединке Гран-при за титул чемпиона Азии версии Алаш Прайд. Встречайте, Султан Шона Киялов! А вот соперник Нурсултана Блэка Рузибоева, представитель Казахстана из Астаны, команда Тобет Топ Тим, Султан Киялов по прозвищу Шонна. Ему 27 лет, 187 сантиметров его рост, он на 1 сантиметр ниже своего оппонента Нурсултана Рузибоева. Его рекорд в ММА 3 победы, 1 поражение и 0 ничейных результатов. 4 поединка проведено. Этот бой под номером 5 для Султана Киялова. Он мастер спорта по ушу санда. Чемпионом Кубка Казахстана является по тайскому боксу. Чемпионом Казахстана по ушу санда. Победитель международного турнира по ММА Алаш Прайд Селекшн под номером 15. Казахстан. Это было в Казахстане в 2016 году. Обладатель пояса Гран-при Казахстан по версии Алаш Прайд. Вот такие серьезные титулы у этого парня. Ну и напомню, друзья, это первый полуфинальный поединок, проводимым Гран-при казино Royal Plaza совместно с Алаш Прайдом FC. Гран-при на весовой дивизион 77 килограммов 100 граммов за возможный титул чемпиона Азии по версии Алаш Прайд, который будет разыгран в этой четверке. Первый Гран-при мы видим сейчас, второй Гран-при будет 11 мая в казино Royal Plaza в городе Капчагай, где будет участвовать 6-7 стран. И также впервые будет участвовать Монголия. Естественно, в представительстве своих бойцов. Но это будет только 11 мая в будущем месяце. А пока мы возвращаемся к событию, которое проходит сегодня, 14 апреля, в городе Шымкент. Команды Ахмат, Ташкент, Узбекистан. Поддержите! Нурсултан Блэк Рузибоев! Его сопернику в красном углу 27 лет, рост 187 сантиметров, мастер спорта по ушу санда. Чемпион Кубка Казахстана. Сонымен, қадірлі телегөрмен, мақтау таусылмайтын екі спортшы тағы да победитель международного турнира ММА Алаш Прайд алаңға шықты. 15.
Обладатель Бұл, пояса Гран-при Казахстан по версии Алаш Прайд. Нұрсұлтан Блэк Рекорд. Рузибоев 3 пен победы. Одно Сұлтан поражение, Шонақ 0 Қияловтың ничей. арасындағы Боец жекпе-жекті тамашалаймыз. команды Тобе Топ Тим Астана. Нұрсұлтан Рузибоев Өзбекстанның астанасы Ташкенттен келген Ахмат командасының мүшесі. Ахмат дейтін атақты команда екенін өздеріңіз жақсы білесіздер. Жасы 25-те, бойы 188 сантиметр. 16 рет жеңіске жеткен осы ММА-дан. 4 рет жеңілген және 1 рет тең түскен екен. WMMA версиясы бойынша, яғни тұжырым бойынша Азия чемпионы 2016 жылы Кореяда өткен. Және жекпе-жектен Азия чемпионы және Легион FEC белбеуінің иегері бұл спортшы. Ал Сұлтан Қиялов болатын болса, атақты Шонаның есімін жамылған екен. Бұл да Қазақстанның елордасы Астана қаласындағы Төбет Топ Тим командасының мүшесі. Жасы 27-де, 187 сантиметр бойы. ММА-да 4 рет жекпе-жек өткізіп, оның 3-еуінде жеңген және 1-еуінде жеңіліске ұшыраған екен. Ушу сандадан спорт шебер және Қазақстан Республикасының чемпионы, тай боксынан Қазақстан Республикасының чемпионы, кубоктың иегері. Және осы ММА-дан Алаш Прайд Selection 2015 халықаралық турнирінде жеңімпаз атанған және осы Гран-придің, осы Алаш Прайд тұжырым бойынша Гран-придің иегері. Енді дәл сол екінші рет осы Гран-придің таласына түсуге шыққан екен. Дәл қазір осы Алаш Прайд тұжырым бойынша Гран-придің жартылай финалдық алғашқы жекпе-жегі. Міне қазір Өзбек Нұрсұлтан мен Қазақ Сұлтанның арасындағы жекпе-жек басталып кетті. Қазір Өзбек спортшысы барынша ауырту әдісіне көшуге тырысқанымен, әдемі әдісті пайдаланғанымен, одан ештеңе шыққан жоқ. Өте тартысқа толы жекпе-жек. Міне, қазір бір апперкотпен бастаған еді. Өзінің соққысын Нұрсұлтан, бірақ оған бой бере қалатын Сұлтан бар ма? Қияловтың қиялы жүйрік. Справа сейчас попадает Рузибоев. Потрясающе точное попадание. Чуть даже так болтануло его соперника Султана Киялова. И он попятился назад, но сохранил равновесие. Хотя очень тяжелый удар пропустил от Нурсултана Рузибоева. Но Нурсултан сейчас отправляет спиннинг раунд кик, вертушку, но мимо цели. Не прочувствовал дистанцию. Плюс на очень невысоких скоростях исполнил этот удар. Сейчас вымахался. Вы знаете, есть такое ощущение, что функционально подсел Нурсултан Блэк Рузибоев. И на один удар рассчитывает. Хочет жестко и точно попасть, чтобы нокаутировать Султана Киялова. Но это может и в том числе сыграть злую шутку и не позволить попасть одним ударом. Но сейчас очередной тейкдаун проводит Рузибоев. Проходят ноги, бросок за ним. И дальше нужно развить успех, осуществляя контроль с последующим уроном. А этот урон можно нанести только используя ground and pound, добивание, ну, либо вывести себя на осуществление болевого приема, либо удушающего захвата. Понаблюдаем, что будет дальше. Сонымен міне қазір Нұрсұлтан Рузибоев тағы бір шабуылды ұйымдастыруға жақын.
Қорғаныстан қол тимей жүрген Сұлтан Қияловты көріп отырмыз. Бірақ Сұлтан қорғаныста жатса да біраз соққыларда жұмсап үлгеріп жатыр. Міне. Стоп кедергісінен кейін жасаған соққы қазір Сұлтанға кішкене қаттырақ тиіп кеткен секілді, және өзбек спортшысы бірден кешірім сұрап үлгерді. Әрине ол да күткен жоқ, байқамай қалды. Сонымен жекпе-жектің енді қыза түскен сәті. Мінекей, Нұрсұлтанның жасаған шабуылын әдемі тойтарған Сұлтанды көрдіңіздер. Жестко сейчас попадает как раз уже соперник Рузибоева. Киялов очень четко попал с левой руки, зацепил и болтанул уже Рузибоева. Рузибоев даже чуть на время потерял равновесие, отправился на канвас, ну и вернулся в бой, проявив характер. Но мы смотрим с вами, дорогие друзья, поистине великолепный поединок. По-настоящему классный полуфинал Гран-при за потенциальный титул чемпиона Азии по версии Алаш Прайд на весовую категорию 77 килограммов 100 граммов. Сразу же 4 бойцов участвуют в этом Гран-при. 2 представляют Казахстан, и 1 спортсмен из Узбекистана и 1 из Кыргызстана. Представлю вам этих парней, друзья. И первый из них мы видим сейчас его на экранах. Это Нурсултан Блэк Рузибоев. Второй также участвует в этом поединке. Очень интересном, бескомпромиссном и действительно конкурентном поединке Султан по прозвищу Шона Киялов. Также в полуфинальной стадии уже 11 мая в казино Royal Plaza в городе Капчагай мы увидим участие 2 спортсменов. Это Махир Мамедов из Казахстана и его соперник Атлек Джумабек Улу из Кыргызстана. Очень интересное противостояние нас будет ждать 11 мая. Но сейчас первый полуфинал. Вот то самое попадание с правой руки в подбородок и в челюсть зацепил Рузибоев своего оппонента Киялова. Здесь Киялов был. И вот здесь мы дальше в замедленном повторе можем увидеть уже успешные действия обоих бойцов. Здесь через зацеп тейкдаун от Рузибоева. Добивание его с правой руки, используя граунд энд паунд в партере. Ну и до этого был эпизод, когда пропустил удар уже Нурсултан Блэк Рузибоев. Мы ждем сейчас начала решающего раунда. Великолепный бой. Первый полуфинальный поединок Гран-при Алаш Прайд за пояс чемпиона Азии в весовой категории 77 килограммов 100 граммов. Раунд начинается. 2 высоких с длинными конечностями бойца противостоят друг другу. Если быть точным, это 2-й раунд. Естественно, если бой не будет завершен досрочно, кем-то из этих спортсменов будет нас ждать также и 3-й раунд. Потому что формула этих поединков 3 раунда по 5 минут. И опять начинает Рузибоев с лоу-кика, но мимо цели. Успевает сместиться назад Султан Киялов. И достаточно внушительная пауза возникает в начале 2-го раунда. Опасаются друг друга бойцы. За 1-й раунд успели они нанести очень серьезный урон по друг другу. По-моему, Рузибоев был чуть более успешный в этом показателе. В очередной раз он промахивается с правым свингом. Берет одну ногу и через подсечку осуществляет тейкдаун. Треугольник одевает. Снизу находясь Киялов. Великолепно. Он сейчас еще успевал осуществлять жесткие добивания, находясь снизу локтем. Он отправлял эти удары по голове Рузибоева. Ну и все-таки треугольник скинул этот Рузибоев. И находится он уже в атакующей позиции. Теряет положение. Отправляется на канвас спиной. Тут же подсекает он Султана Киялова. И в очередной раз отправляется в атаку. Прекрасный бой мы с вами, дорогие друзья, наблюдаем. Опять одевает треугольник Султан Шона Киялов.
ну и очень легко выходит из этого положения. Забирается в фулл маунт. Рузибоев, несколько разрушающих ударов с левой руки и попытка осуществить удушающий захват им предпринимается. Хорошо он вышел на это удушение, и он заканчивает этот поединок великолепным удушающим со спины, находясь сзади. И рефери останавливает этот бой. Победа очень яркая Нурсултана по прозвищу Блэк, черный Рузибаев. Вот он сейчас как раз поднимает флаг Узбекистана на свои плечи и празднует эту победу. И тем самым он отправляется в финальный бой, который состоится в конце июня в городе Копчагая и, естественно, в казино Royal Plaza за титул чемпиона Азии по версии Алаш Прайд на весовой категории 77 килограммов 100 грамм. Вот посмотрите, болельщики из Узбекистана даже не сдерживают эмоций и сейчас со слезами встречают эту яркую победу прекрасного спортсмена Нурсултана Блэка Рузибоева, представляющий клуб Ахмат Узбекистан, ведомый Надыром Кадыровым, который сейчас не может находиться со своим бойцом рядом, но, я уверен, искренне и с душой, и со всем своим светлым сердцем болеет за своего парня. 56 секунд. Удушающим приемом одержал победу. Сонымен қадірлі телегөрмендер, Гран-придің финалдық жолдамасын айқын басымдықпен Нурсултан Рузибоев жеңіп алды. Лайықты жеңіс болды. Расымен де өзінің мықты екенін алғашқы минуттардан бастап көрсеткен еді. Оны Шома дейтін есіммен шыққан Сұлтан Қиялықта мойындаған секілді. Расымен де өзінің қарсыласының мықты екенін мойындаудың өзі ерлік, ол да батырлық, жігіттік. Нұрсұлтан расымен де жаңа сөз басында менің әріптесім Максим айтқандай, біраз ағалардың қолынан сыйлық алуға лайықты жігіт екенін осылайша дәлелдеді. Азамат екенін көрсетті. Міне қазір қайталап көріністен байқасаңыздар, қаншама соққыны Сұлтан жасағанымен де, қалқындыру әдісін пайдаланғанымен де әдемі түсіп қалды. Мына жерде міне көздеріңіз көрдіңіздер. Осы жерде қалқындыру әдісін әдемі пайдаланып кеткен Нұрсултан осылайша жеңіске жетіп отыр. Сонымен қадірлі телегөрермен, бүгінгі